сегодняшний день вину наш подзащитный полностью не признает. Нас ознакомили сегодня с постановлением о назначении экспертизы. Ознакомили уже с заключением экспертизы, которое было проведено, о содержании которой мы сейчас не можем пока говорить, пока идет следствие. Значит, завтра со стороны следствия будет официально предъявлено обвинение нашему подзащитному. И далее, конечно же, его повезут в суд для рассмотрения ходатайства органов следствия по применению меры пресечения. А в экспертизе что указано? Мы сейчас о содержании экспертизы пока не можем. Ну, то есть там обвинительный уклон какой-то или что? Мы можем сказать то, что заключение вышло по всем поставленным следствием вопросам. О том, какие вопросы были поставлены и какие были выводы. А за какое время была проведена экспертиза? Там за день, за неделю? Экспертиза была назначена 4 марта и была окончена в тот же день. То есть назначена была 3 марта была назначена, и в тот же, на 4 марта уже на следующий день была готова. А вообще вот вы же как в практике часто сталкиваетесь с этим? Как часто за такой короткий промежуток времени выходит заключение экспертов? Мы лишь можем говорить о том, что вообще насколько обоснованы выводы и законы заключения экспертизы. Мы об этом, конечно, в ходе защиты будем говорить, представлять соответствующие документы с нашей стороны. Будем ли мы оспаривать данное заключение, либо просить назначение комиссионной экспертизы, это покажет время. Пока на сегодняшний день мы будем, как говорится, завтрашний день мы будем говорить о том, чтобы применили меры пресечения в отношении нашего подзащитного, не связанные с заключением по страже. А можете озвучить фамилии экспертов, которые вынесли заключение? Пока мы сейчас этого не можем сказать. Скажите, а насколько вообще законно, что без санкций суда, да, то есть сотрудники КГБ пришли, напечатали офис телекомпании, плюс ко всему, ну, то есть эфирное вещание, соответственно, парализовано, да, вот насколько вот это вот законно? Нас сегодня ознакомили лишь с протоколом о задержании Талая Душенбеева, ознакомили с постановлением о назначении экспертизы и с его заключением. О том, что был проведен обыск, были опечатаны кабинеты и соответствующее оборудование, об этом нам данный документ не был предоставлен. Конечно же, в ходе защиты нами будут истребованы все имеющиеся материалы дела, документы. И в случае, если там был проведен какой-то неотложный обыск, либо наложены какие-либо ограничительные меры, с нашей стороны в установленном законном порядке будут обжалованы все действия и бездействия сотрудников. А следственные органы обязаны были вам предоставить, в случае вот то, что были проведены обыски? В случае проведения неотложного обыска протокол, соответственно, предоставляется сторонам, а именно стороне защиты и самому подозреваемому. А в этом, значит, они укрывают? Нас об этом не уведомили. Этот вопрос еще также будет следовать нами завтра. Дело в том, что вопрос именно с обыском, с опечатыванием, с обыском, на самом деле он лежит немножко в другой плоскости. Почему? Потому что именно во всех документах указано именно Next TV. То есть почему-то и в постановлении возбуждения, и назначении экспертизы везде указано Next TV. То есть тот материал, который предъявляется в обвинении, тот материал, да, который отправили на экспертизу с поставленными вопросами, везде указано. И даже, скажем, экспертное заключение дается почему-то именно связанное с Next TV. И здесь вот такая путаница в источниках. То есть вопрос Next Media и Next TV. То есть это вот такой большой вопрос. И поэтому на самом деле большие... То есть правильно говорит, да, мой коллега, насчет того, что у нас сейчас только вопрос. Пока нам не дали ответ на это, завтра мы уже более подробно можем сказать об этом, когда нам предоставят все документы. Сегодня, допустим, сотрудники телеканала вот, Next TV смогут вот, прийти в офис и продолжить работать, скорее допустим? Всего, нет. Потому что если он опечатан, вопрос в том, что насколько это будет законно. Наверное, нет. Пока что нужно будет. А это может рассматриваться как вот укрывательство со стороны следственных органов, если они вас, допустим, не уведомили, не предоставили вам необходимые документы? Но дело в том, что мы представляем сейчас интересы только Талая Душенбеева. И здесь решается только его вопрос, да? То есть завтра будет вопрос о том, будет ли он под стражей или на свободе. Поэтому вот вопрос именно с самой телекомпанией, он сейчас пока в воздухе висит. Наверное, завтра у нас будет больше ответов, чем сегодня. А была ли необходимость, как вы считаете, вот, брать конечно, под стражу? Нет. Конечно,
абсолютно не было необходимости брать его под стражу. На наш взгляд, абсолютно ни при чем здесь телевизионный канал Next TV, потому что источник совсем другой. Next TV, то есть какой-то, скажем, да, связи. Facebook'тағы мағлұмат үшін ТВ-ны жабыштың это невозможно. То есть, на самом деле, вот, сама информация, которая была на телеграм-канале, мы сейчас вот понимаем, что сам телеграм юридически никак не связан с телеканалом. То есть, если бы была бы информация, видеоролик, видеосюжет на телеканале, был тогда другой вопрос. Но и при этом закрывать, опечатывать канал, это незаконно.